Убийство членами боевой организации партии эсеров уфимского губернатора Богдановича в 1903 году дает импульс деятельности боевикам местных социал-демократов. Чем они отличались от эсеровских террористов и почему Уфу именовали «вторым Чикаго»? Начиная с 1906 года Уфа становится одним из центров революционного террора. Уфимские боевики гремят на всю Россию своими дерзкими операциями. Почему Уфа, а не, скажем, Оренбург, Екатеринбург или Челябинск? Дух нигилизма по отношению к существующему строю, овладевший умами уфимских рабочих и разночинцев, хорошо отражен в воспоминаниях ветеранов революционного движения. 29 июня 1904 года императорский состав, следующий в Златоуст, прибывает на станцию Уфа. Царя здесь ждали с 1891 года, целых 13 лет, с тех пор, когда сорвался его первый приезд в губернский центр. Александр Соколов-Новоселов вспоминает. Проносится поезд с 6 классными вагонами. Духовой оркестр грянул гимн. Раздаются возгласы «Ура! Ура!» И вдруг я в этих криках слышу «Дурак! Дурак!» Разве можно так? Царь ведь? Возмущается автор воспоминаний, а в то время молодой уфимский рабочий. На что ему отвечают: раз кричат, значит можно. Кричи и ты. 2 ряда жандармов с аксельбантами и с султанами на головных уборах, все рослые, плечистые, выстроились вдоль поезда. По ступенькам вагона на перрон сходит царь. И этот царь. В моем представлении царь был каким-то сияющим божеством, а тут, кисло морщась, вяло спускается по ступенькам маленький, с голубой лентой через плечо рыжеватый офицерик. За ним здоровенный военный в черкеске, и от этого фигура царя кажется более жалкой, вспоминает Соколов-Новоселов. К царю подходят красивые величественные дамы. За дамами губернатор и целый хвост сановников города. И вот в этот момент козырек, на который к нам подсело еще несколько парней, заскрежетал и с грохотом обрушился на перрон невдалеке от сановных. В ужасе все шарахнулись в сторону. Кто-то крикнул «Бомба!». Царь тоже побежал. Так вот он какой, царь. Его же свободно одним ударом с ног сшибить можно, а на него как на Бога молится. Дурак же я. Случись нечто подобное в правлении Александра I, также приезжавшего в Уфу в 1824 году, никто бы, наверное, не шелохнулся при шуме обрушения козырька бакалейной лавки. Но времена уже были не те. Покушения на царей, великих князей, губернаторов и генералов стали обыденным явлением. После происшествия на железнодорожном вокзале, более не задерживаясь в городе ни на минуту, Николай II отбывает на своем поезде в Златоуст. Царь тогда и представить себе не мог, что в следующий раз он окажется на Урале уже не в качестве почетного гостя, а в качестве пленника, что среди молодых людей, глазевших на него с перрона Уфимского вокзала, были и те, которые будут конвоировать его из Тобольска к месту казни в Екатеринбург через 14 лет, в роковом 1918 году. Крестьяне, значительная часть рабочих, они все-таки патриархально настроены были, монархически были настроены, поэтому даже и участвуя в революции 1905 года, они, в общем-то, верили в доброго царя-батюшку, и это же показало 300-летие празднования дома Романовых в 1913 году, ведь массовыми были манифестации по стране. Российская империя была государством идеократическим, основанным на идее самодержавия. Царь – это помазанник Божий, и он правит не по конституции, а по воле Бога. Миллионы крестьян верили в то, что причиной их тяжелого положения является не царь, а корыстные бояре, позднее министры и бюрократы. Когда по приказу Екатерины II был убит император Петр III, крестьяне просто не могли поверить в его смерть. Разве можно убить помазанника Божьего? Поверить в это значит усомниться в могуществе Бога.
Недаром Пугачев, провозгласивший себя чудесно спасшимся императором Петром III, сразу же собрал вокруг себя десятки тысяч человек разных сословий, искренне поверивших в его спасение. Однажды, когда Пугачев стоял под шквальным артиллерийским огнем, кто-то из его приближенных сказал: «Государь, поберегись, не равен час убьют». Самозваный царь на это ответил: «Старый ты человек, а не знаешь, разве на царей пушки льются?» В правлении Николая II даже в глазах крестьян, не говоря уже о высших слоях общества, царь потерял последние остатки ореола святости. Михаил Пришвин писал в 1917 году: «Творчество порядка и законности совершается народом через своих избранников. Таким избранником был у нас царь, который в религиозном освящении творческого акта рождения народного закона есть помазанник Божий. Этот царь, Николай, прежде всего сам перестал верить в себя как Божьего помазанника, и недостающую ему веру он занял у Распутина, который захватил власть и втоптал ее в грязь. Распутин – хлыст, символ разложения церкви, а царь Николай – символ разложения государства, соединились в одно для погибели старого порядка». Верхи России, имеются в виду дворянские верхи, предприниматели верхи, то они ведь уже, начиная с Петра I, затем при Екатерине II, особенно при Александре I, они же все-таки настроены были, так скажем, светские. Там и движения, и течения далекие от религии были. А вторая половина XIX века – это уже большая часть просвещенных слоев, они же ведь исповедовали теорию эволюционизма, прогрессизма, от простого к сложному, от простого к высшему. И места там не очень много было для монархии. Оперный певец Федор Шаляпин, будучи крестьянским сыном, хорошо чувствовал настроение масс и вполне осознавал сдвиг, произошедший в сознании крестьянства. Во время приезда в Уфу он пел весьма крамольные песни. «Много песен слыхал я в родной стране, в них про радость и горе мне пели». «Зал замер», вспоминает упоминавшийся выше Соколов-Новоселов. «Я впервые услышал слова: капитал, властелин, мужиков и ребят из родных Палестин гнал на фабрики, верфи, заводы. А могучий голос уже грозно гремел: умирая, отец завещает родимому сыну, что настанет пора и проснется народ, разогнет он могучую спину, и на бар и царя, на попов и господ он отыщет покрепче дубину». Революционный террор партии эсеров, захлестнувший Россию в начале XX века, вдохновил на подвиги и большевиков. Но террор террору рознь. У эсеров он был направлен против представителей власти, у большевиков он носил совсем иной характер. Эсеровский индивидуальный террор, террор как оружие возмездия, устрашения, средство политического давления на власть, не требовал больших организационных структур. Убийство, в отличие, например, от грабежа почтовой станции, легко осуществить маленькой группой лиц. Напротив, большевики, будучи партией нового типа, сумели организовать в стране мощное подполье. РСДРП, конечно, большее влияние получило, все-таки более принципиальные руководители, более стойкие руководители, более четкая организация. За счет этого они, конечно, выдвинулись. Готовясь к организации серии вооруженных восстаний в городах Российской империи, осенью 1905 года Ленин призывает своих соратников: «Идите к молодежи, основывайте тотчас боевые дружины везде и повсюду, и у студентов, и у рабочих особенно». Организатором боевой деятельности в партии большевиков был Леонид Красин. В 1905 году инженер Леонид Красин возглавил боевую техническую группу при ЦК РСДРП. Был одним из основных организаторов экспроприации с целью получения денег, которые шли на революционную деятельность. Одной из наиболее известных операций стала Тифлисская экспроприация 1907 года, исполнителем которой был Камо. Во время ограбления карет казначейства было взято 250 тысяч рублей. Руководителем всех кавказских боевиков в то время был Иосиф Джугашвили.
В Уфе таковыми были братья Кадамцевы, создавшие так называемые боевые организации народного вооружения. В доме Кадамцевых бывали Надежда Крупская и сам Ленин во время своей политической ссылки. В отличие от вдохновенных и мистически настроенных эсеровских террористов, боевики партии большевиков никогда не ставили своей целью индивидуальный террор. Понимая, что вместо одного убитого губернатора царь поставит другого, еще более рьяного реакционера, большевики решили специализироваться на так называемых эксах, экспроприациях, то есть насильственном отъеме чужой собственности. Мысль предельно проста – грабь награбленное. Уфимка Любовь Тарасова, близкая к кругам членов боевой организации, писала в своих воспоминаниях: «На боевиков я смотрела как на необходимую часть социал-демократической организации. Знала, что они допускают эксы. Когда в партии нет денег, хоть лавочку закрывай». А вот что касается эксов, то они объясняются больше всего материальными нуждами. Каждая из партий, по мере ее расширения влияния, она ограничена была ресурсами. Парламентской деятельности не было, открытой официальной финансирования со стороны каких-то кругов политических партий не было, и поэтому и социал-демократы, и эсеры испытывали тягчайшую материальную нужду. «Девицы из партии социал-демократов рассказывали мне, — продолжает Тарасова, — что их часто посылают купцам, вообще буржуям, доставать деньги для партии. Купцы их треплют за щечки и так далее». Пока девицы опустошали кошельки купцов для нужд боевой организации, ребята обучались военному делу. Один из членов боевой организации вспоминал впоследствии: «Мы изучали разборку и сборку трехлинейной винтовки Маузера, Нагана, Смит и Вессона, Браунинга, Парабеллума, свойства взрывчатых веществ, динамита, гремучей ртути. Отдельно изучали стрелковое, саперное дело, разведку, тактику уличного боя». Ленин, раздосадованный неудачным исходом вооруженных восстаний 1905 года, пишет: «Мы добьемся того, чтобы в каждом большом городе были не сотни дружинников, как в Москве, а тысячи и тысячи, и тогда никакие пулеметы не устоят». К 1906 году только в одной Уфе было около 400 боевиков. Из воспоминаний Алексеева. В организации была проведена самая строгая дисциплина и конспирация. Правило «один знает, никто не знает», «двое хуже», «трое знают, все знают» стало азбучной истиной наших членов. Никаких списков дружины не было. Своих дружинников знали только десятники. Никаких протоколов, никаких отчетов также не было. Все велось устно. И вот в августе 1906 года боевики идут на свое первое дело. Совершают ограбление почтового поезда на станции Воронки. Первая экспроприация прошла удивительно легко. Поезд остановят ночью обычным стоп-краном, наводят на машинистов и почтовых чиновников револьверы, и те безропотно отдают деньги. В эксе участвуют известные уфимские боевики Владимир Алексеев, братья Кадамцевы, Иван и Михаил, Константин Мячин и Петр Зенцов. На эксе взято немного, всего 15 тысяч рублей. Дальше больше. Получив от своей агентуры сведения о том, что по железной дороге следует поезд с крупной суммой денег самарских артельщиков, целых 300 тысяч рублей, боевики совершают очередное нападение. Этот поезд уфимцы вели от самой Самары, следят за тем, как из банка мешки с деньгами грузятся в вагоны, запоминают лица артельщиков и выясняют число солдат охраны. Их 20 человек. Близ разъезда Дема останавливают состав, обезоруживают предпринимателей и вступают в перестрелку с солдатами. Машинист начинает громко гудеть, зовет на помощь. Кадамцев бросает в его будку пероксилиновую шашку. Гудок стихает. На прощание боевики оставляют расписку о том, что деньги реквизированы в пользу революции. Из воспоминаний члена Уфимской боевой организации РСДРП Терентьева.
Первый же крупный экс – нападение на поезд близ разъезда Дема, на котором было взято 250 тысяч рублей, внес в ряды дружины расслоение на группы и разложение. Дружина стала совершенно независимой от комитета. Дружинники начинают смотреть на комитетскую работу свысока, как недостойную их. В самой дружине появляется воровство, деньги, взятые на эксе, тратятся на кутежи, проституток, на покупку домов, ничем не обоснованные поездки. Тем не менее, часть денег уходит в ЦК на финансирование 5-го лондонского съезда партии большевиков, Таммерфордской конференции военно-боевых организаций, а также перечисляются Максиму Горькому на остров Капри, где организуется школа подготовки боевиков, во Львов и Финляндию на создание бомбистских лабораторий. Губернская печать писала о Демском эксе, что боевиков насчитывалось 120 человек, оправдывая беспомощность охраны. Сумма экспроприированных средств была определена в 250 тысяч рублей. На самом деле денег, взятых на деле, было всего 163 тысячи. Куда подевалось остальное? Дело в том, что, спасаясь бегством, боевики побросали сундуки с золотом в болото. Соколов-Новоселов вспоминает: «Через месяц, когда шум об эксе умолк, мы пытались найти эти сундуки, но все болото было занесено снегом, вид местности изменился, и мы ничего не могли найти. Дальнейшая судьба золота осталась мне неизвестной, может, и до сих пор лежит оно в глубинах Демского болота». Логика нелегальной деятельности засасывала в трясину криминала не хуже Демского болота. Одно дело грабить поезда и почтовое отделение, другое дело – убивать. Одного из осведомителей полиции, гимназиста Зеленицкого, боевики застрелили среди белого дня после спектакля в летнем театре Веденеевского сада. После этого в боевой организации разгорелся жаркий спор о правомерности подобных убийств. Итог подвел Эразм Кадамцев, сказавший: «На войне, как на войне. Не уничтожь мы этого жалкого труса, купленного охранкой, сколько бы вреда он принес делу революции». Опыт почти всех организаций и спецслужб показывает, что все связанные с деликатными поручениями подразделения со временем становятся почти самостоятельными от самой организации группами, дискредитирующими саму идею борьбы. Именно поэтому партия вскоре стала тяготиться своими боевиками, которые, кстати, содержали ее. Тот же лондонский съезд РСДРП, финансировавшийся уфимскими боевиками, принимает следующую резолюцию. Партийные организации должны вести энергичную борьбу против партизанских выступлений и экспроприаций, разъясняя рабочим массам всю несостоятельность этих средств в борьбе за политические и экономические интересы рабочего класса и весь их вред для дела революции. 5-й съезд, лондонский съезд РСДРП, по требованию многих партийных организаций запретил проведение экспроприации. Они позорили честь партии, честь революционного движения. Полиция всегда могла сказать, что между уголовником и членом революционной партии нет разницы. Уголовники грабят банк без лозунга, а представители революционных партий с лозунгом «Во имя революции». Однако решение лондонского съезда о распуске боевых дружин в Уфе выполнено не было. Мало того, между местным комитетом РСДРП и боевой организацией, несмотря на запрет старших товарищей, существовало негласное сотрудничество. Острая нехватка денег заставила боевиков заниматься рэкетом. В отчете жандармерии говорится, что 9 июня 1908 года купцу Берштейну было предложено выдать 500 рублей для комитета. В напоминании около его дома была взорвана бомба. Не отставали от социал-демократов и анархо-коммунисты, которые вымогали деньги у известных уфимских предпринимателей – Нагеля, Чижова, Зайцева, Дворжеца. Как явствует из переписки бандитов, многие из них, боясь расправы, исправно платили вымогателям. Леонид, Миша, Иван с Барки стали творить в Уфе дела. Начали посылать к буржуа письма, результатом которых с Костерина, Леска и какого-то жида они получили что-то около 1800 рублей. Жили на них и пользовались ими, и все почти деньги прокутили.
Купцу Авдееву, отказавшемуся платить, у входа в магазин на Верхней торговой площади заложили артиллерийский фугас. Однако сторож вовремя обнаружил его, и взрыв снаряда с уже зажженным бигфордовым шнуром был предотвращен. Несмотря на эти не очень-то благородные поступки, происходит героизация боевиков. Максим Горький одновременно с редактированием своего романа «Мать» начинает писать роман «Сын», прототипом главного героя которого должен был стать Михаил Кадамцев. Одной из самых дерзких вылазок уфимских боевиков стала попытка освобождения Михаила Кадамцева, сидевшего в тюрьме Мензелинска. Приехавшая к нему на свидание мать и боевик Владимир Алексеев передают Михаилу револьвер и отмычки от замков. Кадамцев и его подельник совершают побег, убив одного и ранив двоих стражников. Из Мензелинска беглецы решили пробираться в Уфу через село Яркеево, однако в башкирской деревне Байсарово были схвачены. В завязавшейся перестрелке были убиты подельник Кадамцева и один полицейский. В газетах Уфу именовали вторым Чикаго, но не по уровню преступности, а по темпам экономического и демографического роста. Однако демография имела ту особенность, что население города увеличивалось не за счет естественного прироста, а за счет, как бы сейчас сказали, незаконной миграции. В начале 20 века приезжие численно превосходили коренных уфимцев. Мигранты-маргиналы со всех концов России составляли питательную почву для распространения всевозможных радикальных идей. Но сельская местность продолжала оставаться оплотом спокойствия и патриархальности. Исламского террора не было и в помине. В боевых организациях эсеров, большевиков и анархистов из числа башкир и татар были единицы. Башкирам вообще была чужда идея классовой борьбы. Они по-прежнему верили своим муллам и баям. В течение 1908 года боевики РСДРП совершили целую серию нападений, грабежей и убийств. В этих условиях городская конференция социал-демократов объявила боевую дружину вне партии. Газета «Уфимский рабочий» от 26 сентября 1908 года писала: «Мы каждому заявляем, что мы ничего общего не имеем с лицами, совершающими подобные экспроприации. Если кто-нибудь из экспроприаторов называет себя социал-демократом, то он является самозванцем». В нашей Уфимской губернии те, кто участвовали в эксах, они, и в том числе в боевых дружинах, они применяли следующий метод. Такой факт зарегистрирован, что когда шли на экс, положим, в 1908 году, писали в местный Уфимский комитет заявление о выходе из РСДРП. Экс проходил, какое-то время проходил, и восстанавливались партии. Такой прием применялся. Но даже подвергнувшись остракизму, боевики не прекратили своих экспроприаций, так как просто не могли без них жить. Бандитская романтика засасывает как трясина. Молодые люди, не получившие серьезного образования, не могли иметь и глубоких убеждений. Членство в РСДРП было для них лишь возможностью лихо и отчаянно проводить время. Оставшаяся часть боевиков собирается под Златоустом, где решают произвести ряд эксов, а затем на взятые при этом деньги уехать в Италию, на остров Капри, к Максиму Горькому, чтобы учиться в партийной школе. 29 августа 1909 года состоялся последний крупный экс. Руководил операцией Константин Мячин, личность легендарная, с которой связано много других любопытных историй, а также Дмитрий Чудинов и Петр Зинцов, чьими именами названы улицы в Уфе. Было решено ограбить почтовое отделение на станции Миас. Все было в духе ковбойских вестернов. Из донесения начальника Оренбургского губернского жандармского управления Левандовского. Преступники были одеты одинаково, в черные рубахи, пиджаки, лица измазаны черной краской, у всех бороды, очевидно, наклеенные, на головах черные чепчики. Из воспоминаний члена Уфимской боевой организации РСДРП Терентьева. Убийство людей не входило в наш план. Мы хотели обезоружить охранявших станционную почту людей. Расстреливать людей стали Чудинов и Ермолаев. В это время раздался взрыв пироксилиновой шашки, которой были взломаны двери в почтовой комнате.
В это время Алексеев докончил стражника выстрелом в голову. Для взрыва сундука было положено 7 пероксилиновых шашек. По окончании выемки средств боевики сели на угнанный паровоз и с пением «Марсельезы» покатили в освояси. При Миаско-Мексе было убито 3 стражника. Большинство участников дела были арестованы, так как в рядах боевиков уже действовали осведомители полиции. На остров Капри пробрались лишь Мячин с 2 другими товарищами. Боевая организация РСДРП была разгромлена. Эпоха террора оставила глубокий след в истории Башкирии. Она стала генеральной репетицией 1917 года, когда, как птица Феникс, вновь возродятся БНВ – боевые организации народного вооружения. Они станут ударной силой большевиков на Южном Урале.